заранее высказываю свое личное мнение, которое совпадает с мнением миллионов и миллионов людей, и не только в Украине. В стратегическом плане США и их союзников раздел реформы включал в себя: первое – ликвидацию Варшавского договора, второе – ликвидацию договора СЭВ, Совета экономической взаимопомощи, третье – ликвидацию СССР, дальше – ликвидацию КПСС, дальше – ликвидацию мировой социалистической системы, дальше – ликвидацию патриотического сознания, дальше – тотальное сокращение любого вооружения, находящегося в распоряжении других государств. А ядерное оружие в таких странах подлежит ликвидации полностью и целиком. Дальше. Введение атрибутов капитализма в виде «за все необходимо платить» или по-другому «хочешь жить – плати». Дальше. Ликвидация государственной и общественной собственности. Дальше. Введение частной собственности повсеместно. Дальше. Планирование вымирания населения. Да, именно планирование. Чем больше, тем лучше. И так дальше. Президент Соединенных Штатов Америки Трумен 7 апреля 1950 года подписал одну из своих директив. Цитирую. «Нам, Соединенным Штатам Америки, необходимо вести открытую психологическую войну против СССР с целью вызвать массовые предательства, сеять семена разрушения среди их населения. Нам необходимо, он говорил, усилить операции тайными средствами в области экономической и политической и, естественно, психологических войнах с целью вызвать волнение, недовольство, а потом их поддержать, что было в Украине». Вот такую директиву подписал Трумен, которая, кстати, постепенно реализовывалась и воплощалась в жизнь. Главная задача администрации США и их союзников была и остается это: сеять панику и сомнения, оставлять после себя хаос, неразберуху, неуверенность в отношении режимов, которые противоречат политике США. И именно так они поступают и сегодня, но уже по отношению к отдельно взятым государствам после развала СССР, особенно против Российской Федерации, не говоря уже об Украине. Соединенные Штаты Америки преподносили и преподносят всем странам мира, всему народу на планете Земля, что политика СССР, а теперь политика Российской Федерации неправильна и неверна, что она противоречит и приводит к прямой или косвенной агрессии. Поэтому Соединенные Штаты Америки призывали такие деориентированные государства к борьбе против тогдашнего Советского Союза. А сегодня они призывают различные заблудившиеся страны уже против Российской Федерации. Вот так профессионально, монотонно, нагло, цинично и преступно администрация США перевела стрелки своей политики и своих действий от бывшего СССР в сторону, направленную против России и ее союзников. Для того, чтобы доминировать в мире, я вам еще раз скажу, американцам, администрации США необходимо Российскую Федерацию расчленить, или уничтожить. А после России будет Китай, после Китая будет Индия, и так постепенно. А после России, как я вам уже сказал, это однозначно будут вот эти государства. Ну и часть, естественно, Ближнего Востока. Кстати, такие действия Соединенных Штатов Америки мы уже видели на Кубе в 1961 году, в Лаосе и во Вьетнаме в 1964 году, в Камбодже в 1965 году, в Гренаде в 1983 году, в Панаме в 1989 году, в Афганистане с 1979 по 1989 годы. Кстати, в 1989 году Советский Союз вывел свои войска с территории Афганистана, а войска США и Альянса НАТО там остались и находятся до сегодняшнего дня. Что они там делают? Нетрудно догадаться. Они там решают свои американские интересы. Смотрите, с 1989 года, когда войска СССР покинули территорию Афганистана, а гражданская война там не прекращалась, а продолжалась аж до 2001 года. С переменными успехами. То была
гражданская война между самими афганцами. А уже, заметьте, с 2001 года по 2014 год это уже был период войны с участием войск США на территории Афганистана. Что там было? Советский Союз, его уже давно там его нету. Что там были? Войска России? Нет, не было. А только американцы. И никак эти американские узурпаторы не могут оставить этот бедный Афганистан в покое. А уже вот с 2015 года Соединенные Штаты Америки начали новый период конфликта в Афганистане, который длится аж до сегодняшнего дня. Вот вам налицо американский демократизм. Уже сразу после развала Советского Союза США в 1991 году продолжали военные действия в Персидском заливе, и это факт. А позже, в 1994 году, вторглись на территорию Гаити. Кстати, Советского Союза уже как 3 года не существовало, а военные действия со стороны США на планете Земля нагло продолжались. И продолжаются. Что из-за России? Нет. Россия ни с кем не воевала. Защищалась? Да, но не нападала. Строительский план США по разрушению и уничтожению других государств сегодня в действии. Его никто не отменял и ни на секунду не приостанавливал. Еще свежа память у народа различных стран мира на противозаконные действия США в Югославии в 1999 году. Это классический пример уничтожения государства, которое не хотело подчиниться и стать на колени перед администрацией США. Вот из-за этого за непокорность Югославию и разбомбили. А лидера Слободана Миловича в ночь с 21 на 20 с 20 на 21 марта 2006 года убили в его же одиночной камере в Нидерландах. Естественно, официально было признано, что Милошевич умер ненасильственной смертью, то есть умер от инфаркта. Но это не так, его убили, и я в этом уверен. Почему? Потому что следствие по нему длилось более 6 лет, а доказательств его вины у США не было. Стоял вопрос о его невиновности. Необходимо было Милошевича выпускать, а значит признать войну в Югославии незаконной. А вот такой развязки, такого сценария американцы допустить уже не могли, поэтому и убили. Нет человека, нет и проблем. И все же Югославию США не закончили. И уже в 2002 году совершили военный переворот в Венесуэле. А в апреле 2003 года разбомбили Ирак. Его лидера Саддама Хусейна жестоко пытали, издевались над ним, а потом демонстративно 30 декабря 2006 года убили. Убили, чтобы запугать, внушить страх остальным непокорным лидерам тех или иных государств в мире. В первую очередь это лидеров стран бывшего Советского Союза и стран бывшего Варшавского договора. И, естественно, под такое запугивание с точки зрения США попадали и лидеры России, Китая и Индии, и других ближневосточных государств. И на Ираке США не остановились. Позже уже был Ливан, потом Ливия, Сирия, сегодня Украина. А вот по Украине, по нашей бедной Украине, немножко поподробнее. Мы помним оранжевую революцию, да? Все ее помнят, 2004-2005 году. И что? Пришли к власти оранжевые. А какой результат их работы? А никакой. Нулевой. Они даже сегодня не вспоминают. А это была революция. И, кстати, то была более оправданная революция. И народ в нее верил более 80%, кстати. Вот. А теперь вспоминают только вот революцию достоинства, которую поддерживают максимум 15-20% населения. А потом революция достоинства в 2013-2014 годах. Какой ее коэффициент полезного действия и какой ее результат вы сегодня видите и реально оцениваете. Но все же, хочу высказаться по вопросам мира и взаимопонимания в Украине между центральной властью, властью ДНР,
ЛНР и населением его востока, центра и западных областей. Февральские Минские соглашения 2015 года дали начало компромиссу между центральной властью и донбасским сопротивлением. Начался процесс недоверительного взаимопонимания. Именно так бы я охарактеризовал такие взаимопонимания. Недоверительными, то есть сомнительными. Кстати, они происходили и происходят под давлением канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Российской Федерации Владимира Путина. Понятно было еще с самого начала Донбасского конфликта, что мирного урегулирования и существования центральной власти Украины под руководством Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Александра Турчина с временным администрациями Донецка и Луганской областями, а позже уже с лидерами ДНР и ЛНР уже не будет и не будет никогда. Именно при такой центральной власти мир между ними не настанет, чудо не произойдет. Если Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Александр Турчин уйдут с власти добровольно, по собственному желанию, и придут другие руководители государства, то тогда, возможно, будет надежда и прогресс к объединению и взаимопониманию в обществе. Но центральная власть, власть войны, просто так не уйдет, а могла бы уйти. И должна уйти ради мира в Украине. Но ни Порошенко, ни Яценюк, ни Гройсман, ни Турчину просто так не идут. А надо, очень надо, чтобы они ушли. Приведу только один пример для наших узурпаторов. Мэр Рима подал в отставку только из-за какого-то одиночного скандала. Или премьер-министр в Венгрии подал в отставку только из-за того, что в одном из ночных клубов погибло более 10 человек. Просто взяли и ушли. Не справились со своей задачей. А для наших господ уход с власти означает прямой путь на скамью Гаагского трибунала из-за войны. Естественно, власть все прекрасно понимает, ее руководители, они же не дураки и знают, чем закончится для них эта война. Поэтому они не уйдут, а будут продолжать свое коварное и подлое дело до конца. Я говорил и не раз, и еще раз повторюсь, что без мира с Россией мира в Украине не будет. Я имею в виду полномасштабного мира. А нынешняя власть Украины – это власть войны, и мир в Украине они не восстановят. Нынешняя власть – это катастрофа для Украины, это наша национальная трагедия и беда. Миру вам, любви, взаимопонимания. Будьте всегда рассудительные, вдумчивые и дальновидные. Василий Макитрук.